Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Ідэя X на Еўрарадыё. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Вядоўцы, як звычайна, Зміцер Лукашук і галактычнага маштабу басаногі філосаф Максім Гаруноў з намі на сувязі. А нашым госцем нарэшце стаў выбітны беларускі лекар. Цяпер ужо, на жаль, былы галоўны доктар адной з мінскіх клінічных дзіцячых лекарань Максім Ачарэтні. Добрый день, спадар Максім. Добрый день. Спадар Максім, я памятаю, у нас з вами пэўны час былі такія пэўныя спрэчкі з нагоды там і палітычнасці, апалітычнасці, там рускай мовы, стаўлення да рускай мовы беларускамоўных людзей, гэтак далей, гэтак далей. Але давайте з палітычнасці і непалітычнасці можа быць і ўвогуле нацыянальнай ідэі. Вось для вас, як для чалавека апалітычнага да пэўнага часу, скажем так, увогуле нацыянальная ідэя мела нейкае значэнне? Вы некалі задумываліся над гэтым, што вот нават я не скажу беларусам, а грамадзянам Беларусі, ось нацыі беларускай, не этнасу, я понимаю, не беларус, да. А вот нацыі беларусы, тым людзям, якія жывуць на гэтай тэрыторыі, якія думаюць пра будучыню сваёй краіны, што ім трэба нейкая нацыянальная ідэя ці не? Значит, я никогда над этим вопросом ранее не задумывался, до того момента, пока вы не предложили мне эту беседу, несколько дней назад. Конечно, это вопрос более философский, наверное, и исторический. Я человек немножечко другого склада образования, у меня естественное образование, я врач. И, может быть, с этих позиций я буду рассуждать. Для меня непонятен термин национальная идея. Я не представляю даже, что это такое. Мне кажется, это достаточно вредная история. То, что касается национальной идеи, ее формулировки, если я ее правильно понимаю. Из тех же позиций, опять-таки, врача. Что такое национальная идея? То есть ее надо написать, да, ее надо написать и кому-то выполнять. Всему народу, не всему этносу, а всему народу, который проживает на этой территории, который имеет какие-то общие связи, общее мышление, общие традиции и так далее. То есть, да, ее надо прописать и выполнять. Кто ее будет писать? Есть такие люди, которые готовы это сделать. Есть такие люди, которые готовы это сформулировать и донести до народа, до всего. Что же это такое? Наверное, есть, но не факт, что я с ними соглашусь. Ведаеце, ось я зараз вас пераб'ю. Некалі гады два, ці уже нават болей таму у нас у праграме Александр Федута расказаў такую гісторыю, што дзесьці у канцы 90-х гадоў, можа быць, пачатку 2000-х, з адміністрацыі прэзідэнта у одну структуру сацыялагічную прыйшла такая просьба, загад напісаць, сфармуляваць нацыянальную ідэю. Там доўга думалі, доўга нешта спрабавалі зрабіць, а потым адзін з супрацоўнікаў, якому даручылі гэта рабіць, прыйшоў да свайго кіраўніка і сказаў: я адмаўляюся гэта рабіць, таму што як я не пішу, атрымліваецца Майн кампф толькі па-беларуску. Так вот, я зараз не про тое, што атрымліваецца, а про тое, што вот нехта сядзе, вот дадуць загад з адміністрацыі прэзідэнта, ці там, я не знаю, са штабу сядуць і напішуць, а нехта будзе выконваць. Я з гэтым цалкам не згодны. Вот мне падаецца, не так яна павінна фармавацца. Шмат тых людзей, якіх мы записывалі пасля жнівеньскіх падзеяў, яны казалі тое, што нацыянальная ідэя зараз фармуецца на вуліцах самім народам. Вот, можа быць, так?
Может быть и так, но здесь я совершенно согласен с вами, то, что вы сейчас озвучили, кто это будет делать. И действительно это может превратиться в Майнкамп. Вспомните, я не историк, но насколько я помню, да, то, что было в Германии в свое время, в 30-х годах. У них тоже было четко сформулировано, что это такое, там своя внутренняя политика, своя внешняя политика, избавление от инородцев. Ну, кто-то ж написал это, да. Что там еще было, я уже не помню. Там они на сельское хозяйство обращали внимание. Это тоже был один из вариантов национальной идеи. И то, что касается армии, восстановления вермахта, там после Первой мировой войны у них там были большие проблемы с запретом восстановления вот армии своей, да. В итоге они это сформулировали. Во что это превратилось? Как бы, да, сельское хозяйство, хорошо, да, внутренняя политика, своя внешняя политика, но во что это потом все превратилось? И я еще раз повторю, что я не уверен, что... Точнее, я уверен, что это неправильно формулировать пункты национальной идеи, потому что под них потом можно подвести все, что угодно. Это будут красивые лозунги, но выполнение, как это все сделать? То есть делается, условно говоря, Конституция, а под нее делаются законы. Конституция красивая, а дальше что? Ну, наверное, так. Максим? Смотрите, вот у меня вопрос сразу. А представим себе, что вот страна, гражданином которой вы являетесь, больше не будет называться Белоруссией. И вообще у нее больше не будет суверенитета. А управление Белоруссией перейдет в Евросоюз. Но не в какую-то конкретную страну, а вот в общем вот в евросоюзовские наднациональную управляющую структуру. То есть парламент Беларуси – это будет парламент Евросоюза. А глава Беларуси – это будет глава Евросоюза. Ну и, соответственно, там как бы все университеты подчиняются общей европейской юрисдикции. Никаких проблем, ну как бы Евросоюз никому проблем с языком не устраивает. Кто как на каком языке хочет говорить, тот так и говорит. Кто на белорусском, кто на русском, кто на польском, кто на татарском. Пожалуйста, полный выбор. Вас вот эта ситуация как-то смутит, не смутит? Как вы к этому отнесетесь? Ну вот смотрите, вы знаете президента Эстонии? Или да, я один раз ее чуть не сшиб с ног. Ну, здорово. Ну, был дело. Я не знаю и никогда и не знал. Но я был в Эстонии, я видел, как там живут люди. Я не вижу никаких попраний прав людей. Я вижу, как там живут люди, как они относятся к жизни. Если то же самое будет в моей стране, в которой я живу, которую я люблю и обожаю, хотя и, по сути дела, я и народец здесь, да, я приехавший еще в детском возрасте сюда, вот, меня бы это абсолютно устроило. Как в Эстонии? А вы ну, например, как в Эстонии, например, как в Исландии, как в Норвегии, как в Швеции. А вы интересовались, как они устроены, как они работают внутри? Эстонцы? Ну, нет, да. Нет, конечно, не интересовался. Ну, вот, допустим, там есть такая штука, что если ты защищаешь диссертацию в Эстонии, то, в общем, от тебя требуют, кроме всего прочего, и знания эстонского языка. Ну, не там на уровень B2 нужно называть. Или, ну, короче, какой-то уровень, который позволяет... Ну, в общем, ты должен выучить еще эстонский язык, а там больше 20 падежей, только падежей. И очень сложные времена. И, в общем, это такое общее требование для всех. Обязательно. Вот вас это не смущает? Нет, если мне скажут, иди учи белорусский язык, я в тот же день пойду и начну учить и защищать диссертацию, если это потребуется. И работать с белорусским языком. Вот и все. Окей. Спадар Максим, ўсё ж таки можа быць сапраўды мяне за вот гэтую назву там ці там пад назву праграмы там беларуская нацыянальная ідэя і Максім вот мой сувядучы філосаф таксама вельмі часта крытыкаваў, маўляў, гэта ўвогуле как бы адтуль с России, с русского мира притягнутая нідзе у свеце вот менавіта так нацыянальная ідэя асабліва і не гавораць, трэба можа быць як-нибудь по-іншаму гаварыць. Хорошо, хай будзе гэта не нацыянальная ідэя і беларуская нават прыбяром, але вот нейкая ідэя, якая павінна рухаць нацыю, якая павінна яе дазваляць ёй там развівацца. Вот калі ўсё ж таки пачытаць Вікіпедыю, то там нацыянальная ідэя гэта расшыфроўваецца так, як вот пошук месца нацыі ў сусвеце. Вот нам трэба шукаць нейкае там сваё месца, трэба нейкая ідэя.
Ну, опять-таки, вот эстонцев привести в пример. Они что-то искали? Или что-то нашли? У них была какая-то идея? Вот, может быть, Максим? Вообще, да. Была, да? Мы тут целого эстонского философа нашли, он об этом рассказывает. Да, ну, может быть. Вообще, это там как бы просто горы литературы. С Беларусью не сравнить. Там прям как бы жутковато на это все глядеть. Это в последнее время, да? Последние десятилетия? Нет, эстонцы, как бы, по-моему, это еще было... Это одна из первых студенческих корпораций, которая в университетах в Европе начала требовать называть себя эстонцами. И а до этого они были финны или кто они были? До этого, ну, как бы они были никто, потому что как бы, там язык образования был немецкий и латынь. Вот, они одни из первых начали заявлять о себе, при том, что их сейчас миллион, а тогда было совсем ничего. Вот. Но они начали заявлять о себе, начали объединяться, начали рассуждать о себе, говорить о себе, придумывать, кто они, как они хотят жить, как они должны жить, как выглядят принципы, вот, по которым бы они согласны жить. И это было очень давно, просто в то время... И белорусы от них отстают лет на 150, если посмотреть по дискуссиям. То есть, как бы вот, я думаю, что то, как вы отвечаете на вопросы, без обид, это, знаете, это эстонец так отвечал, наверное, там, лет 200 назад. Может быть. Ну. А в чем вопрос, напомните? Нужна ли все-таки какая-то идея? Просто ее по-другому сформулировать? Можа быць, нам все ж таки трэба зараз, ведаеце, я прыгадываю гісторыю Беларусі нават да, ну там скажем, 19-18 стагоддзя, як беларусы сябе называлі, тутэйшыя. І я памятаю гісторыю, як я паехаў некуды ў камандзіроўку, некуды ў вёску, і сустракаю на вуліцы адной вёскі там добрага такога дзядулю, нешта запытаўся ў яго, ён там адказвае мне по-беларуску, я кажу там: ой, вы так прыгожа по-беларуску гаворыце. Якая беларуска? Это я тут по-нашаму, по-тутэйшаму, і мы ж тут тутэйшыя, тут не беларусы. Вот ад гэтага тутэйшасці можа быць час все ж таки адмовіцца, вот это вот адчуць сябе нацыяй, беларусам, вот трэба яно ці не трэба? От этой тутэйшасти. Ну, может быть, я сейчас буду себе противоречить, но я ничего не вижу плохого вот в этой тутэйшасти, которую вы сейчас озвучили. Вот. И еще раз повторяю, если потребуется изучать, точнее, ну да, наверное, так. Если мне нужно будет изучить белорусский язык и с ним работать, значит, я это сделаю в этот же день. Начну, пойду на курсы и так далее. А это будет такое вот, ну вот, патрабуюць ад мяне зраблю, то есть вот без усяляка такого внутренней цікавости. Это будет, безусловно, внутренний интерес, потому что я люблю этот народ, и я его уважаю. Это тут другого мнения моего быть не может. Если от меня этот народ потребует, я, естественно, все это выполню сразу. Вот. Ну, как-то так. А кроме Эстонии, есть какая-то еще страна, которая вот вам нравится? Мне много, да, много нравится стран. Много нравится стран. А можно перечислить? Да, Скандинавия, в конце концов, вся. Скандинавия. Да. Ну, то есть люди живут, люди никого не трогают, люди живут богато, у них развитый бизнес, развитое производство. Ну, не знаю, Исландия та же самая, да, страна, которая находится на камнях и льду. Вот, но тем не менее в рейтинге уровня жизни всегда занимает первые места. Почему? Наверное, помогает кто-то, да, но не только ж это. А есть ли у них идея? Помогает кто-то? Я не знаю, я просто говорю, наверное. Может быть, и помогает, может быть, и нет. Хотя у них там, я согласен, здесь есть свои нюансы, там есть мало проблем с энергией, там свои вулканы, там нет проблем с отоплением, с светом. Да, безусловно, у них жить, конечно же, в этом плане легче. Им не надо нефть гнать. Вот, ну... То есть, если бы у белорусов были гейзеры и вулканы, то они жили бы как исландцы, так же хорошо. Ну, то есть, вся проблема в отсутствии вулканов. Правильно я понимаю? Ну, а зачем вы так утрируете? Причем здесь вулканы? Это же в качестве примера только было. Ну, а еще что, кроме вулканов? Вы сейчас про Исландию говорите? Давайте про Исландию поговорим. Что? Ну, вы смотрите, это как бы очень простое... Так, нет, так вы сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Что кроме вулканов? Ну,
Смотрите, я вам задал вопрос. Солнце, ну давайте солнце пусть будет. Какие страны вам нравятся? Вы сказали, вот исландцы нравятся. Почему они вам нравятся? Потому что они хорошо живут. Ну, как бы это очевидно. Они в самом деле хорошо живут. Ну, и эстонцы тоже хорошо живут. Потом мы вас спросили, а почему они хорошо живут? Первая ваша реакция, ну, им помогает, наверное, кто-то. А потом мы подумали, сказали, что нет, наверное, им никто особо не помогает. У них же вулканы есть, в общем, ну, как бы и гейзеры. Нет, и, ну, не утрируйте так. Тепла. Нет, вовсе не об этом шла речь, конечно же. Безусловно, здесь... Смотрите, давайте я сейчас сформулирую вопрос, чтобы было понятнее, чтобы мы вот не плутали. Как вы думаете, почему, ну, вот эстонцы те же самые, если вам не нравятся эстонцы, давайте про другую страну поговорим, вот про литовцев, живут лучше, чем белорусы? Вот я вряд ли отвечу правильно. Я никогда над этим вопросом даже не задумывался. Я могу предположить. Да. Безусловно, менталитет народный. Безусловно, сплочение какое-то народное. Что такое менталитет? Ну, это некий образ мыслей, это некий образ жизни, который сформировался в этой популяции. Достаточно тоже разнородный. Там не только литовцы, там и русские, там и белорусы, там евреев очень много. Ну, как-то так. Он там сформировался, он там, наверное, воспитывался. Плюс свои какие-то исторические закономерности. Плюс, безусловно, желание жить в Европе. Безусловно, помощь от Европы наверняка тоже была. Наверное, поэтому они и живут тоже неплохо. А что вот вы бы могли бы взять у эстонцев? Вот, как бы, что у вас бросилось в глаза, что вот это вот нужно белорусам перенять в первую очередь? Какую-нибудь, вот, я не знаю, черту, практику какую-то? Вот, не знаю, вот, я там не очень долго был, и я там был только как турист в Эстонии. Я могу сказать то, что мне понравилось. Это спокойный, размеренный образ жизни. Без всяких катаклизмов. Никто не знает. Ну как никто? Вы знаете. Я до сих пор, к моему стыду, не знаю, кто такой президент, как его зовут, эстонский. Может быть, так и надо. Понимаете, в чем дело? Может быть, не надо греметь на весь мир. Жить спокойно, работать. Воспитывать детей. Извините, просто эстонцы очень гремят на весь мир. Недавно эстонцы, у которых там 1 миллион человек живет, они умудрились открыть посольство в Индии, где живет 1 миллиард человек. Да ради бога, ну разве это гремешь на мир? Ну нет, ну я ж не в этом плане, да, может быть. По крайней мере, в сводку новостей я этого не видел. Ну, значит, не сильно гремели. В конце концов, это дело, а что плохого? Ну, открыли посольство. Да нет, а к тому, что они стремятся, чтобы про них все знали, что мы есть, и мы можем... Ну, а почему вы решили, что открытие посольства – это стремление к тому, чтобы все знали? Может быть, у них бизнес в Индии есть большой? Ну, и это есть. Так и все. А при чем здесь Если у них есть газеты на английском, они доступны. А вот у нас, к сожалению, нет газет на английском. Есть Минск Today. может хуже, быть. чем Белораша. Еще хуже, да? Давайте вернемся до Беларуси. Спадар Максим, вот вы сказали, так, нагадаўшы, што вы ўсё ж такі пэўны час таму, ну, у дзяцінстве яшчэ прыехалі ў Беларусь, да. Але тым не менш, вот вы сказали, мне вельмі падабаюцца беларусы, гэты народ, гэты этнос там, ці нацыя. А чым вам падабаюцца беларусы? Ну, я не скажу, что мне нравится эта нация. Мне нравится скорее не национальность, не этнос. Мне скорее нравится вот эта нация, да, то, что называется вот это понятие более общее, да, которые живут на этой территории, которые имеют общие какие-то связи, которые имеют общие принципы, образ жизни и так далее, стремления какие-то свои. А чем нравится? Ну, как чем нравится? Тяжело сформулировать. Хороший, спокойный народ. На самом деле не могу ответить на этот вопрос. Я здесь живу, и мне здесь нравится все. Вот, наверное, так. Я конкретно сейчас про людей говорю. А вот, может быть, вы заўважылі, вот вы столькі гадоў жылі сярод гэтых людзей.
вам штосьці ў іх падабалася, штосьці не падабалася. Ну, вы бачылі гэтых людзей. А якія змены вы заўважылі ў гэтых людзях, ну, калі яны, конечно, былі заўважныя, скажем, з 20-го года? Вот чым зараз беларусы 2021 года адрозніваюцца ад беларусаў какого-нибудь 2014 года, до прикладу? Ну, знаете, у меня такое сложилось впечатление, что наверное, все-таки сейчас, вот за этот последний год, почувствовалось вот именно вот это понятие, то, что называется нацией. То есть люди думают в основном одинаково все. Может быть, вы меня сейчас подводите как раз-таки к национальной идее? Не, зараз я вас ввогуле подводзіў до того, каб спытацца, потому что у нас до гэтага часу ёсць спрэчкі ўвогуле як нацыя. Вот мы сфармаваліся ці не. Некаторыя кажуць, што мы даўно сфармаваліся, некаторыя, што мы на шляху, некаторыя кажуць, што вот акурат такі, скажем, у 2020 годзе у нас вот гэты працэс фармавання, ну, у завяршаючую стадыю там прыйшоў. А ваше меркаванне? Я увидел в последнее время вот это. Хотя, я вам честно скажу, почему мне здесь и нравится очень сильно, я на это не обращал внимания. Я никогда не видел никаких проблем с тем, что я не говорю на белорусском, например, на белорусском языке. Я все понимаю, но не говорю. Ну, жил спокойно и жил. Но здесь вот произошло нечто другое. И люди просто как-то вот... Люди стали другими. Тяжело сформулировать, почему это произошло. Ну, точнее, почему понятно, а что именно, да. Ну, понимаете, вот как особенно в прошлом году, когда это было, ну, просто ты видел... едешь по улице, видишь улыбающиеся лица, видишь, как к тебе относятся на дорогах те же самые водители, да, то есть, вот это все немножечко поменялось, и это я вижу тоже сейчас. То есть вот это некое объединение, вне зависимости от того, кто ты, не знаю, ты православный или католик, ты белорус, русский или еврей, там, какие у тебя там сексуальные предпочтения и все прочее. Ну, как вот это вот все, вот оно пошло как-то в одну колею. Может быть, это... Да, может быть, это и можно будет сформулировать как-то в единую национальную идею. Может быть. Но я не уверен. И мне кажется, это опасно делать все равно. От, дарэчы, я прыгадаю ізноўку нашу з вами перапіску, дзе вы казалі, што я там вельмі апалітычны чалавек. І вы кажаце зараз вот пра нешта змянілася ў людзях. А скажите, а вот асабіста у вас што змянілася, што вы апалітычны чалавек у 2020 годзе пайшлі і прагаласавалі за альтэрнатыўнага кандыдата? А откуда вы знаете, что я проголосовал за альтернативного кандидата? Черт побери, подловили. Ну, значит, я не буду говорить, за кого я голосовал. Вот. Я могу сказать только то, что я был на выборах, и я видел, как они проходили, и у меня возникло очень много вопросов. Вот и все. И ответов на эти вопросы я не вижу до сих пор, к сожалению. Толькі выбарчы працэс. А вот скажите, а ваша чалавечае, а можа і прафесійнае, як лекара, стаўленне, калі вы убачылі, што адбывалася пасля выбару? Вы имеете в виду сейчас действия властей? Да, я маю на увазе зараз больш за саму вот эту такую прынцыповую сітуацыю, калі адны беларусы, одна частка беларусаў пачала вельмі спакойна біць, гвалтаваць другую частку беларусаў жа. Вот мы заўсёды былі перакананыя, што беларус беларусу такога не зробіць. Мое отношение к этому, конечно же, отрицательное. Вот все, что могу сказать. Я против насилия и против таких мер воздействия на свой собственный народ. Мне кажется, надо уметь разговаривать с людьми. И если у людей возникают вопросы, то на них надо отвечать, а не бить. Вот вопрос. А вам не кажется, что вот аполитичность, о которой вы говорили Змитеру, она, в общем, и является причиной того, почему у белорусов сейчас ситуация вот именно такая? Не исключаю.
Люди ничем не интересовались, ни во что не Да, вовлекались. я даже с вами соглашусь. Может быть, может быть, и вы совершенно правы здесь, да. Ну, то есть это как запущенная болезнь. То есть, Да, если да. все можно было решить еще вот там... Ну, потому что за тебя все время решают. У тебя есть люди, супервайзеры, которые все за тебя делают, тебе нужно только выполнять. Да, это было удобно до поры до времени, но когда возникли вопросы, и когда не получили на них ответы, к сожалению... Смотрите, а вот предположим себе вот идеальную Беларусь там, 2030 года, у белорусов все получилось, всего, чего они хотят, началась какая-нибудь белорусская демократия, вы будете также аполитичны или как-то начнете участвовать в процессе? Я не знаю, там, время от времени выходить на митинги, читать какую-нибудь политическую прессу, может быть, даже как-то поддерживать какой-нибудь коллектив журналистский? Нет, скорее всего, я не поменяюсь. Скорее всего, я не поменяюсь. Ну, слушайте, вы же доктор, вы же понимаете, что если образ жизни привел к заболеванию, то, в общем, после удаления болезни... Если я все прекрасно понимаю. Я прекрасно могу вам сказать, что многие доктора курят, хотя знают, что это вредно. Ну, что делать? То есть можно сказать, что, в общем, как бы нынешняя ситуация в Беларуси, это, в общем, как у курильщика, который все понимал. Да, может быть, да, хорошая аналогия, да. А не кажется вам, что, в общем, можно было бы как-то этот образ жизни белорусский как-то помечать? Вот как это вы меня опять к национальной идее подводите. Не, я к тому, что... Не, вот смотрите, знаете, как бы вот у курильщика, там, я не курю сам, но вот регулярно наблюдаю у знакомых, которые курят. Они достают пачку сигарет, а на них написано, что, в общем, как бы, курение регулярно приводит... И там какая-нибудь ужасная картинка, чудовищная. А может быть, как-нибудь вот в Беларуси тоже как-то вот развесить, может быть, на билбордах о том, что белорусский образ жизни время от времени приводит к, а там дальше... Вот может быть. Но опять-таки здесь мы упираемся в... Максим, это ваше удовольствие белорусское, вы от этого как бы... Вам да, но имейте в виду, что вот возможное осложнение, и вы к этому готовы. Максим, ну видите, мы опять упрёмся... Просто меня немного несет, а вот не кажется ли вам, что и неплохо бы и Евросоюзу об этом знать, что типа вот как бы да, у нас тут проблемы, но имейте в виду, что у нас образ жизни, и в общем нам как бы помогать надо, купировать приступы надо, но имейте в виду, что мы продолжим обязательно, как бы после того, как все наладится. Да, наверное. Хорошая аналогия, да. Ну, видите, опять вы меня подводите к национальной идее. Все-таки то, что касается билбордов, воспитания в школе и всему прочему, ну, с опаской я все равно буду к этому относиться с опаской, потому что кто будет учителем моего ребенка? Это что, опять идеология, да? Вот это все. Ну, выберите какого-нибудь приличного. Так что значит выберите приличного? Ну вот найдите какого-нибудь приличного и, как бы сделайте систему образования, в которой вот вам про все вот это вот хорошее будут рассказывать какие-то приличные люди, за которых вам не будет стыдно. Для кого-то он приличный, для кого-то будет неприличный. Это же дело очень субъективное. Пусть расцветает миллион цветов. Вот как бы найдите своего приличного. Какое-нибудь другое сообщество найдет другого приличного. И как бы вот все как бы по приличному разойдутся. И кто-нибудь из них в самом деле будет приличный. Знаете, когда миллион приличных, то один из них точно приличный. Это возможно. Просто должна быть возможность выбора и должна быть возможность сменяемости. Вот, мне кажется, это было бы правильно, тогда вот это было бы, наверное, разумно. Потому что, иначе, видите, как оно все как снежный ком, и потом приводит к лавине. Электронные сигареты. Спадар Максим, вот вы так кожны раз з насцярогай такой кажаце, вот вы все-таки мяне да нацыянальнай ідэі падводзіце. Такім чынам я разумею, што сама вот пастаноўка пытання, само вот наша спроба там нейкую ідэю сфармуляваць, яна вам падаецца
ну не толькі непатрэбнай, але і небяспечнай. Але вот як вот ўсё ж таки без пэўнай ну нейкай ідэі жыць. Ну вот я просто вот калі прыбяром нацыянальную, вот у вас як у лекара вот ўсё ж таки ёсць нейкая свая лекарская ідэя. Да вот нет, я повинен. Никаких идей особых нету. Ты живи спокойно и не мешай жить другим. Вот вся идея. Моя как врача. Смотрите, а вот, извините, я опять вмешаюсь и прерву ваш разговор. Вот я тут недавно как-то сильно погрузился в Бенджамина Франклина, это один из отцов-основателей США, и у него, в общем, как бы про него все говорят, это как бы важный момент, часто цитируют его как бы там вносок, в общем, его добавление в Конституцию США, где он сказал, что, в общем, США, оно, в общем, не про нацию, не про религию, не про что. Мы просто страна, в которой у каждого человека есть право на счастье, стремиться к счастью. Стремление к счастью – это, в общем, и есть наша страна. Прекрасно. Да, вот мы про это. Угу. Да, мы американцы, вот как бы там кто-то верит, там в католики, есть протестанты, есть лютеране. Протестанты в основном, их да. много. Есть философы еще, они тоже что-то хотят, как бы тоже непонятно. Давайте скажем так, вот мы американцы, мы тут для счастья. Вот это, как бы мы этот клочок земли, вот он для счастья. Вот. Земля вот, для жизни, вы имеете? Ну, да. Ну, для счастья. Вот если просто сказать, что Беларусь это, в общем, ни про что, но вот мы здесь вместе, потому что мы все вместе хотим счастья, и мы стремимся к счастью. И право на стремление к счастью, это, в общем, и есть то, что дает вот эта страна, вот этот проект Беларусь. Ну, это... Если, допустим, у Змитера там счастье связано с возможностью непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю говорить на белорусском языке, то вот тебе счастье, дорогой мой. Да, и не надо ему мешать. И надо уважать его счастье. Я совершенно с вами согласен. Глядзіце, тым боль... Хай, вот я с самого початку вам сказал, что может быть, яно вот наше это выказывание, там, белорусская национальная идея, яно дзесьці неправильное, дзесьці может быть там утрированное, але вы выказали добрую идею, вот якая может быть таксама записаная як белорусская национальная идея, живи сам и не мешай, да? Іншым. Да. Потому что по великому рахунку вот философски, калі падысці з гэтага выраза, тут жа ўсё, тут табе і свабода слова, конечно. Тут табе і дэмакратычныя каштоўнасці, тут табе і законнасць і падпарадкаванне закона ўсім. Конечно, толерантнасць, павага да чалавека там з іншай мовай, з іншага этнаса, з іншай рэлігіяй. Вот чаму? Я з павагай ставлюся да Максіма, мало таго, што ён украінец, з Москвы гаворыць по-руску. Еще из Вильнюса, да? А зараз еще из Вильни, да. Гэтак же само я з павагай ставлюся да усіх наших гасцей, там пачынаючы ад равіна Рыгора Абрамовича, там ці балгарына, які тут жыве у Беларусі, ці паляка Анджея Пачобута і да ўсіх астатніх, і да беларусаў, і не да беларусаў. Вот чым вот дрэнная вот это вот узять, сказать, вот вам, беларусы, национальная идея, роўнасць, вот, живи и не перашкаджай жить іншым. Да. Наверное. Ну, как сформулировал, так я так понимаю, что мне не сильно отличается от Бенджамина Франклина эта идея, да, Максим? Это очень респектабельная схожесть, это хорошо. Ну и слава богу. Просто вы как бы вы вас спросили, вы сразу начали про Гитлера. Понимаете, кроме Гитлера... Нет, я не про Гитлера, я про опасность формулирования. Я про опасность формулирования, и потом, понимаете, потом за закон что дышло, потом начинается все непонятно вот что. Как вы формулировку Франклина, как это дышло не поверни, оно все равно, мы же все для счастья. Ну, безусловно. Как это счастье? Да. Может быть, вся проблема у тым, что у нас нашей адукацией, нашим вот этом вот идеологией, у якой мы жили вот с советских часов, усё национальное, вот калі мы говорим про нацию,
яно нам у падсвядомасці заклалі, што гэта ж небяспека, бо калі ты гаворыш пра нацыю, то наступны крок нацыяналізм, да. Ад нацыяналізма да фашызма недалёка. Вот про это нам... Нет, ну это же разные термины. Нация... Нацизма. Нет, нация и национальность, это же разные термины. И, насколько я помню, я школьником был в Советском Союзе. И я помню, что достаточно удачно получалось. Почему я это хорошо знаю? Потому что я жил... У меня отец военный, я жил в Германии, и там было очень много людей со всех точек Советского Союза, включая Среднюю Азию, Закавказье, все вот эти места. Одноклассник там мой, Айвар Паулаускас, литовец. Вот. Украинцев очень много. Я там один из Минска был, собственно говоря, когда мы туда перелетели жить. И в Советском Союзе, я вам скажу, что это очень удачно получалось, и мы себя чувствовали единым целым. Вот этот дагестанец, который рядом со мной за партой сидел, и я, который приехал туда, значит, из Белоруссии, вот, учился в этой школе. Вот, поэтому это я просто вам парирую тем, что в Советском Союзе это получалось делать. И все-таки, наверное, тогда мы чувствовали себя единой нацией. Я не говорю, что сейчас Советский Союз это хорошо или плохо, я не знаю. Я не знаю ответа на этот вопрос. Но то, что касается конкретно вот этой проблемы, да, это получалось, наверное. По крайней мере, я так видел в детстве. Ну, я про тое, што ў прынцыпе у нас вот неяк так, ну можа это вот адукацыя ці што, але не адзін раз мы чулі вот што гаварыць пра нейкую там нацыю, там вот нацыянальную ідэю, што наступны крок вы тут зараз загаворыце пра Майнкамф, але вот мы вельмі не хочам менавіта гэтага, асабліва вот да, вот тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі, якая некалі належала вялікаму княству літоўскаму, і з тых часоў яшчэ, можа быць, дзесьці на падсвядомасці у нас заклалась вось гэта талерантнасць, калі і ў тыя часы усе народы, в прынцыпе, з усёй Еўропы розныя дысідэнты уцекалі у ВКЛ, бо тут прымалі ўсіх і ўсіх. Да, зона отселения здесь была, помните, да, тут большое количество еврейского населения было. Хотя тоже... Эти погромы, которые были, это же тоже наша история, к сожалению. Вот, и читал я это, про эти погромы. Да, я думал раньше, что это было только в Украине. Оказывается, нет, и Гомель, и Минск. Это все было здесь, к сожалению. Вот, ну, надо как-то примиряться. Ніхто не святы. Ніхто не святы. Але імкнуцца. Тым не менш, спадар Максім, выдатная нацыянальная ідэя, як бы нам тут слово нацыянальнае не падабалася, не падабалася, ад вас жыві сам і дай жыць іншаму. Але такое правакацыйнае пытанне я вам задам. Вот прынялі мы, беларусы, сабраліся ўсе, не нехкія там 3 чалавекі, якіх прызначылі, а ўсе беларусы сказалі, выдатная ідэя, мы так і хочам жыць. Жыві сабе сам вот там на сваім кавалку зямлі там, і не перашкаджай жыць іншым. Але вось гэтая Беларусь з гэтай нацыянальнай ідэяй, все ж таки, там, скажем, пытанне мовы. Вот як вы лічыце, як бы лепш за ўсё выглядала, на якой мове там, ці на якіх мовах, ці нават не гаварыць, а, скажем, вот афіцыйна там справаводства, там выступы ў парламенце, прэзідэнт на якой мове павінен гаварыць, ці кіраўнік краіны, прэзідэнт гэта будзе не прэзідэнт, і сімволіка, вот да прыкладу, вот вам як бы вот просто бачылася гэта? То, что касается языка, я вообще проблем никаких не вижу. Например, взять в пример Швейцарию, да, там 3 государственных языка. И кто как говорит в парламенте или какую ведет документацию, все эти дела. Ну, я так понимаю, что для них принципиального значения не имеет. Так, мне кажется, можно перейти здесь на русский-белорусский. То есть вы даешьте які-нибудь закон, хай ён адразу будзе і на русском, і на беларускам, а можа і на польском? Ну, да, почему нет? И на английском. Еще ну, пусть на английском. Ну, это же китайцы скоро к нам приедут. Давайте на китайском еще. Ну, здесь, наверное, надо как-то... Ну, если народ решит, что на китайском, значит, на китайском. Ну, я говорю, что... Ну, я не вижу в этом большой проблемы. Как, наверное, не видят сейчас швейцарцы. А вот по поводу иммиграции, как вы отнеслись бы вот к тому, что вот в Беларусь приехали бы, ну, допустим, вот люди из Индии,
из Индии сейчас большой поток иммигрантов, они едут в Канаду, это иммигранты с хорошим образованием, с хорошим английским, они уезжают либо в Канаду, либо в Австралию. Вот если они решат, что вот попробуют, а может быть нам и в Минск переехать, потому что Минск это, в общем, так же холодно, как в Канаде, но в Европе. Ну, я не вижу Вот ничего плохого в миграции. Это, по-моему, совершенно нормальный исторический такой момент. Люди мигрируют. И с этим надо просто смириться и с этим жить. Ну, то есть вот представим себе, что приехало вот, я не знаю, 1100 индийцев в Минск, и у них какой-нибудь там праздник, они водят слона, которого там завернут в ковры по центру города. Вот ваша реакция на это? Вот это хорошо, плохо, нормально, весело? На слона бы я пришел посмотреть. Ну, вы же говорите вещи совершенно фантастические, да, про 100 тысяч индийцев и слона. Нет, я просто смотрю количество индийцев, которые переезжают в Канаду сейчас. Это миллионы людей. Сейчас министр обороны уже сикх. То есть, как бы, сикхи есть, ну, то есть, как бы, люди вот с чалмами. Так а что, канадцы страдают сильно от этого? Я не понимаю. Я бы, например, от этого не страдал. Ни от индийцев, ни от индусов, ни от слонов. Вот я про это спрашиваю. Насколько вам это... Абсолютно спокойно. Не, я-то за. Ну таки я за. Да. Хорошо. Таксама ж падыходзіць. Просто у нас тут вельмі такая распаўсюджаная перакананне, што беларусы вельмі талерантныя, вельмі такія людзі добрыя да іншых людзей, але часам ёсць такія подозрение, что не такие уже мы тут и толерантные, не такие все, вот накольки это вот приехали, вот мы с вами говорим, вот мы-то с вами не супраць, и Максим нават не супраць, там индусы приедут, там великая групповка, ці китайцы, але возьмуць и поселяцца, вот дзе-нибудь зробіць там чайхану там или индуса-ланд які-нибудь там на ускрайку Минска, и вот ці все белорусы будут этим задоволены. Ну, я уверен, что не все. Ну, как с этим бороться? Ну, я имею в виду бороться с недовольством белорусов, местных жителей, я не знаю. Я предполагаю, что если люди сюда приезжают, то надо их обеспечивать работой и нормальной жизнью. Как только будет нормальная жизнь, работа, детские сады, школы для них, вообще никаких проблем не будет, на мой взгляд. Наверное, это точно так же, как делают канадцы. Я уверен, что индусы работают, и индусы водят своих детей в школы и в сады. Да. Ну і можа быць на завяршэнне, як вы лічыце, Беларусь і беларусы як нацыя, яны павінны неяк так вот закукліцца вот у сваёй там нацыянальнасці, ці, скажем, зараз як Еўропа адкрытая, усе там перамешваюцца адзін з адным, стаць вот такой вот глобальнай нации и, может быть, вот так само... Как... Да, вот второй тезис мне больше нравится ваш. Вот это вот... По аналогии с индусами, например. А самобытность наша не сгубится от этого? Драники не исчезнут? Драники не исчезнут. А я не знаю, может быть, и потеряется самобытность. Не знаю ответа на этот вопрос. Может быть, и потеряется, но это же не самоцель. Вот оставаться в самобытности. Не мешай жить другим, говори на своем языке, лепи драники. И она не потеряется для тебя лично. Воспитывай детей своих так, как ты хочешь. Таким чынам, кому гэта больш падабаецца, ён стане касмапалітам і будзе гаварыць там я не беларус і там чалавек зямлі, камусьці, кому это падабаецца, будзе хадзіць у вышыванцы, спяваць народныя песні. Да. И самое главное, чтобы они не воевали друг с другом и не мешали друг другу жить. И нужно уважать и космополитов, и людей в вышиванке. Абсолютно. С этим, в этом уверен. Цалкам з вами згодны. Ну што ж, выдатная, я так разумею, ўсё ж таки нацыянальная ідэя для беларусаў. Жыві сам і не перашкаджай жыць іншым. Может быть. Згодныя вы з гэтым? Ну, так я ж сам ее и предложил. Ну, а раптам вы перадумалі, бо ў нас былі такія выпадкі, калі чалавек прыйшоў на праграму і кажа, моя ад самага пачатку нацыянальная ідэя вот такая, потым мы пачынаем что-то там спрачацца, даводзіць, і ў канцы то ён кажа, што не, я перадумаў, вот іншае. Ну,
Да, может быть. Но Нет, я не передумал, наверное. Это вопрос вы задали, да? Задали? Да, я спытаўся. Нет. Я не передумал. Наверное, то, что сформулировано сейчас было мной, это экспромт был, но, наверное, он получился, скорее всего. Вот. Ну, я с этим согласен, да. Ну вот бачыце, недарэмна мы с Максимом вот хлеб ядзім таксама у тым сэнсе, што чалавек прыйшоў з таким прынцыпе зарадам, што не трэба нам ніякай нацыянальнай ідэі, дзесьці нават небяспечна, калі мы тут зараз будзем гэтым займацца, а выйшаў з гатовай нацыянальнай ідэі. Может быть. Дякую вялікі. Спасибо. Максим, ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя X» і нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Вось такі кубачак, піце з яго каву, гарбату ці якія-небудзь іншыя напоі, да, і узгадвайце, што ўсё ж такі нацыянальная ідэя, яна нам дзесьці і патрэбная. Асабліва ў такім прыгожым выглядзе. Жыві сам і не перашкаджай жыць іншым. Дзякуй вялікі. Спасибо, Зміцер. Максим Ачаретні, Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Да, Слухайце. спасибо, Максим. Пожалуйста.